Васильевна. И Любовь Александровна. Светлана Алексеевна. Бабылева Алевтина Михайловна. Там Эльвира Янисовна. Донина Валентина Степановна. Карлова Татьяна
Разрывается жизнь, несколько между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Слово для приветствия представляется представитель Нарвского городского собрания Дармо Тамистин. Александр Ефимов. Эдуард Эастер. Вице-мэр города Нарва Екатерине Голубцовой. Отдела культуры Дмитрию Вербуну. Специалист по вопросам образования Татьяне Силя. Уважаемая школьная семья Сольвинской гимназии, друзья, гости, когда празднуется юбилей 150-200 лет, очень трудно привести какие-то сравнения из человеческой жизни. 30 лет — это другое дело. И многие в этом зале знают, что такое праздновать день рождения 10 лет, я в том числе. Достигнут, по-моему, такой формы физическая, умственная, есть уже какой-то жизненный опыт, так что только успевай следить за темпом жизни и воплощать в жизнь свои планы. И если честно, то мне бы, например, хотелось бы еще раз праздновать свое 30-летие, потому что для моего поколения тогда жизнь начиналась заново. Менялось все. Менялось государство, где мы жили, менялись деньги, которые мы получили зарплату, менялись законы, как государственные, так и жизненные. В общем, было очень бурное время. Естественно, празднуя сегодня 30-летие школы, могу сказать, что и мы сейчас, и школы все живут в бурном времени, потому что последние 10 лет штормит, что-то я не вижу, чтобы стало тише. Поэтому я вас поздравляю, желаю успехов, желаю сил и вперед с песней. Уважаемая госпожа директор, многоуважаемый педагогический коллектив, попечительский совет, все присутствующие дамы и господа. Конечно же, мне тоже очень приятно от имени городской управы поздравить Нарвскую Сольвинскую гимназию с таким прекрасным юбилеем. И 30 лет — это, с одной стороны, юбилей, а с другой стороны, такая красивая маленькая дата. Я бы хотел акцентировать свое внимание на том, что за это непродолжительное время Сольвинская гимназия упрочила свои позиции, смотрит уверенно в будущее, с прекрасными результатами. И за это я хотел бы, конечно же, чтобы мы все прекрасными овациями поблагодарили педагогический состав этой школы. Дорогая школа, мы пришли сюда не только с цветами, но и с новостью о подарке. Сам подарок будет несколько попозже, но, как вы знаете, мы участвуем в приобретении необходимой для этой школы видеоаппаратуры. И я думаю, что уже на следующей неделе будут здесь большие коробки с бантами, и праздник не закончится. Всем прекрасного праздника и, как говорят эстонцы, полётно.
под руководством, чутким руководством администрации очень современного мышления, креативен, инновативен, подхватывает все пилотные проекты. И это, заметьте, никаким образом не влияет на качество знаний. Так держать. Правильно? Добрый день. Уже было сказано много приятных слов в адрес школы и педагогического коллектива. Еще будет много сказано. Мэр похвалил за результаты, достигнутые школой. Я хочу тоже сказать об одном конкретном примере, очень позитивном опыте школы, в котором мне довелось участвовать. Это то, что я знаю, в школе активно и на высоком уровне, на должном уровне ведется проектная работа, работа с проектами. И мне посчастливилось в одном таком проекте участвовать. И Тарма тоже, мы вместе участвовали в международном проекте, который Солнцевская гимназия написала и выиграла этот проект. Когда ученики гимназии этой школы общались вместе со сверстниками еще из десятка европейских стран, и вместе они вырабатывали документ о будущем Европы. И мне довелось быть на заключительном мероприятии этого проекта в Германии, где гимназисты Солнцевской гимназии представляли Нарву, представляли очень достойно, я сидел сзади, смотрел на них и гордился ими. Они были на голову выше всех своих сверстников из других стран. И вот действительно испытывал гордость за них. Я хочу пожелать школе побольше таких проектов, международных, крупных, мелких, разных, любых, потому что ваши дети молодцы, они могут достойно представить школу и город, и этот опыт им, конечно, пригодится в жизни. Поздравляю вас с юбилеем, всего вам хорошего. Конечно, тоже поздравляем. Нам очень приятно в отделе культуры то, что у нас есть такая школа, которой можно гордиться, как уже говорилось, и проекты, и вы готовите замечательных спортсменов, и сама ваша школа спортивная, и распространяет эту информацию и агитирует заниматься спортом через самые современные способы общения с родителями, с учениками, через Facebook, через социальные сети. Кроме того, при этом вы не забывайте про учебу, то есть у вас есть специалисты, у вас замечательные результаты по госэкзаменам, но что мне еще очень приятно, что почти половина руководителей экономических объединений работает в вашей школе, то есть по всем направлениям очень активны, очень умные, очень компетентные педагоги. И очень нам помогают в работе. Глядя на ваши детей, на ваш коллектив, никаких сомнений, что будет так и дальше. И здоровья вам, счастья и всего самого. Радиомикрофон. Снова выпуск новостей. Снова здравствуйте! В студии Анастасия Чеверя. Следуя праздничной логике юбилейных событий, можно с уверенностью сказать, хороших новостей много не бывает. У нашей школы очень много достижений, но сейчас я озвучу ключевые моменты. 1985 год. Школа впервые распахнула свои двери, и к учебе приступило 1360 учеников. 2005 год. В школе открылись классы позднего языкового погружения. 2011 год знаменателен тремя событиями. Школа получила статус ЮНЕСКО, также ей было присвоено звание школы, продвигающей здоровый образ жизни, и в школе открылись классы раннего языкового погружения. 2015 год. Это юбилейный год для нашей школы, и в гимназии создан комитет ЮНЕСКО.
таком случае мы приглашаем на сцену Депутата председателя финансовой комиссии городского собрания Наталью Умарову. депутата городского собрания Владимира Кужугина, председателя политического совета Марица Борову, Представитель Ставропольского университета Татьяна Бабанская. представитель школы партнера номер 6. Директора школ города Нарва, Утта Кроносова Брейк, Татьяна Степанова, Надежда Черкашина, Татьяна Заруцких, Анна Зубова, Ирина Генович, Елизавета Чертова, Людмила Смирнова, Елена Карпик. Представители профессионального учебного центра и руководители школ по интересам и молодежного центра Галина Мальдон, Иван Маштаков, Леонид Гулов, Анастасия Аванджи. Директора детского сада Кареньки, членом учительского совета Елена Коновалова. Уважаемые педагоги, ровно 30 лет назад мне, как мэру города, пришлось принимать участие в строительстве этой школы. Было очень трудно, потому что в 1984 году нам Министерство среднего образования предложило: или вы берете деньги, чтобы построить школу за 1 год, или мы деньги отдаем другие регионы Советского Союза. И мы приняли решение все-таки взять деньги. Почему? Потому что мы тогда работали как говорится, сосали двух маток. И министерство, предприятия, которые располагались на территории города, наш любимый родной госплан Эстонской республики. Поэтому школа строилась не одним подрядчиком. И очень мне понравился институт. Девушки, которые были малые и убирали краску, да, действительно, было собрано очень много людей. Даже были приглашены солдаты из так называемого стройотряда. Правда, я буквально был здесь через день, и приходилось немножко в разные стороны школы, вернее, коридоры, чтобы все-таки мальчики не заглядывали в наших любимых учительниц. Я хочу сказать, что действительно Министерство дало деньги на 2 школы и на стрелковую школу. Но так как не хватало здесь территории, пришлось 1 школу построить здесь, а 2 построить где находится сегодня магазин ФАМа. Поэтому я хочу сказать, что вот глядя сегодня на школу и на, как говорится, классы, что именно нынешний состав педагогов и учеников очень бережно относится сегодня к тому, что было построено. И школа сегодня выглядит очень прекрасно. Поэтому я хочу поблагодарить и педагогический состав, и учеников за то, что действительно сохраняется то добро, которое было построено 30 лет назад. Поэтому, заканчивая, я хочу поздравить всех с 30-летием школы, пожелать, во-первых, крепкого всем здоровья, сил, упорства, всех, что все-таки вы, наше новое поколение, значит, выучили так, чтобы они были нужны везде. Спасибо большое. Что замок искусств это наш. Уважаемые коллеги, я от всей души хочу поздравить вас с днем рождения, потому что каждый день рождения – это новый личный год. И для школы наступает новый год, я бы сказала, да, личный. Что хочу пожелать педагогическому коллективу? Ну, прежде всего, как председатель комиссии по экономии совершеннолетних терпения. Терпение и терпение. Как директор центра лапсерема коду здоровья, сотрудничество и здоровье. А как председатель финансовой комиссии могу сказать, берегите бюджет. Успехов вам в вашем мирном труде,
школе Palju õnne sünnipäeval. Я как эстонка тоже буду говорить коротко. Говоря с родителями вашей школы, говоря с детьми, я получаю всегда от них такую обратную связь, что они очень любят свою школу. И это, наверное, самое важное. И как я вам обещала 1 сентября, что хотя бы еще 30 лет, но я думаю, что можем добавить еще 3 квартала. Так что Palju õnne sünnipäevaks и еще долгий век. Уважаемый директор, уважаемый педагогический коллектив, уважаемые гости, всегда очень приятно, когда большая школьная семья собирается вместе, тем более приятно, когда возглавляет встречу такой прекрасной юбилей школы. От лица Анапского профессионального учебного центра поздравляю вас сердечно. Я уверена, что те люди, которые умеют хорошо работать, умеют хорошо и отдыхать, и праздновать, и веселиться. Сегодня мы стали свидетелями очень доброго, душевного и трепетного концерта. И само это мероприятие, мне кажется, на очень высоком уровне, поэтому я думаю, что коллектив Саутиновской гимназии умеет отлично встречать свои праздники и еще лучше работает. Желаю прозорливости директору, желаю творческих побед и инициативности педагогическому коллективу, желаю всем ученикам золотых медалей и пятерок свидетельства об окончании школы. Хочу заметить, как Валентина правильно сказала, что у нас в школе очень много талантов. Все, кто сегодня будут выступали, это все ученики нашей Саутинской гимназии. Lubage tervitada teid Narva kolledži poolt eesti keeles. Soovida teile sünnipäeva puhul tervist, edu pedagoogilises töös, häid õpilasi ja avatust kõigele uuele. Soovime, et teie kool elaks, kasvaks õitsuks ja jääks märgatava jälje meie haridusmaastikule. Väga suurepäraselt ütles Paavo Ristikiri. Kaasisaliku teekivi jätab jälje, kuigi me seda ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. Soovin, et teie teadmised, mida te annate oma õpilastele, oleksid kasulikud ja jätaksid märgatava jälje teie õpilaste eludesse. Edu edaspidiks. Успеха! Государственным колледжем Тартовского университета наша Саутинская гимназия была отмечена и самим Тартовским университетом по ходатайству колледжа за сотрудничество и совместную работу. Спасибо. Гости из школы номер 6. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы являемся партнерами Саутинской гимназии в течение уже 2-3 года. Мы с большим удовольствием всегда приезжаем в это образовательное учреждение. Оно настолько замечательное, хорошо оснащено. Спасибо большое властям, присутствующим здесь на этом празднике. Потому что у нас мы немножечко где-то и завидуем. Вы намного вперед ушли от нас. Но мы все равно сотрудничаем, мы учимся, мы любим бывать в этом коллективе. Здесь замечательный педагогический коллектив. Мы от всей души вас поздравляем с праздником. У вас замечательные дети, талантливые, умницы, вежливые, воспитанные. Дети вас тоже поздравляю от всей души. Но я приехала с делегацией, вы обратили внимание, на сцене стоит еще и учительница, которая работала в вашей школе.
Вот настолько мы тесно сотрудничаем, что Иванова Татьяна Аркадьевна работает в нашей школе учителем математики. Любовь Алексеевна, мы хотим вам прочитать поздравления в стихах. Это раз. Во-вторых, на память вам подарить вот эту прекрасную фотографию о нашем сотрудничестве, а также букет не только живых цветов, но и чая и кофе, и пожелать вам всего самого доброго, долгих лет жизни и благополучия, процветания вашей гимназии. Спасибо. Уважаемые коллеги Солнцевской гимназии, мы сегодня у вас в гостях. Юбилей вместе с вами встречаем. Так давайте все скажем, друзья, школа, мы тебя поздравляем. Сегодня, как и 30 лет назад, от радости она распахнула двери, встречая дорогих своих ребят, и будто бы глазам своим не веря, ты согреваешь их своим теплом, лелеешь, любишь и ласкаешь. На дерзости и шалости ребят всегда любовью только отвечаешь. Взрастила не одно ты поколение в своих стенах за долгих 30 лет. Твои ученики, твое творение оставят в памяти своих потомков след. Разъехались по миру ваши дети, но даже в самой дальней стороне им не забыть родные стены эти и лампочек, горящих свет в окне. Им не забыть твоих звонков веселых, просторных классов и учителей. Они всегда, везде с тобой гордятся и стать стремятся гордостью твоей. Сегодня в юбилейный день рождения мы слов душевных вам не пожалеем. Пусть звучит детский смех сквозь года, и растут молодые таланты. Счастлив будет учитель всегда, видя, как вырастают атланты. Олимпийские игры зимние, преподаватель физкультуры Киргизии любезно привезла нам олимпийский огонь из России в Эстонию. Уважаемые коллеги из гимназии Столдина, с юбилеем вас! Если переложить на возраст человечества, молодость, энергия, ну, я бы сказала, напор, у вас все это есть. Но у вас еще есть и ваш профессионализм, который сегодня показали в своем концерте дети. Мы же с вами понимаем, кто такой ребенок, если у него ничего не может. Мы видели, что у вас прекрасные дети, и это тоже у вас есть. А еще я хочу сказать, что у вас есть прекрасная команда администрации, у которой очень много идей, и им есть с кем поделиться этими идеями. А администрация знает и надеется, что обязательно их идеи будут поддержаны. И судя по направлениям, которые есть в вашей школе, школа ЮНЕСКО, школа здоровосбережения и школа, связанная с развитием языкового погружения, все это ваше. Я так подозреваю, что администрация школы вам предложит идеи, которые помогут вам дальше двигаться. А самое главное, они оставят след в истории не только школы, а оставят след в истории нашего города. Я перехожу к передаче подарков. Подарки у нас, ну, можно сказать, очень важные. Это, конечно, приветственный адрес. Я его не буду зачитывать, потому что хороший праздник, а особенно хорошо послевкусие праздника, когда потом усталость уйдет, переживания эмоциональные уйдут, и сядете за чашечкой чая, обсуждая новые школьные дела, прочитайте еще раз. И опять же вам будет приятно. Любовь Алексеевна, школ, подарочные карты из магазина «Тысячи мелочей». Мы надеемся, что этот, пусть может быть скромный подарок, поможет разнообразить вашу школьную жизнь. Я не могу без личного подарка для Любовь Алексеевны. Вы понимаете, наверное,
директора. Хочу немножко добавить. Любовь Ивановна сказала, что 30 лет – это возраст молодости и энергии. А еще это возраст